В любой стране есть социально уязвимые слои общества. Многие многодетные семьи, семьи с больным ребенком, инвалиды и пенсионеры, не имеющие возможности работать, находятся в этой категории. В селе Чилоу Очимчирского района живет мать-одиночка с 3 детьми школьного возраста. Качество жизни семьи Цвижба оставляет желать лучшего. 2 небольших деревянных дома на грани разрушения. На стенах трещины, потолок течет, отсутствует отопление. Как в таких условиях живут дети? А ведь скоро зима. Администрация села обратилась к главе государства за помощью. Семье Цвижба было выделено 300 тысяч рублей на ремонт. Однако ремонту эти помещения не подлежат. Было решено начать строить новый дом. Начали строить дом. Наш односельчанин тоже помог им. 1000 блоков от себя подарил. И вот так вокруг нее соседи, братья и родственники. На момент нашей съемки дети были в школе. Пообщались мы с их мамой. Ирине Гугохе 36 лет. Она инвалид 2 группы. В месяц женщина получает пособие на детей в размере 1500 рублей и пособие по инвалидности 2100 рублей. Постоянной работы у нее нет. Перебивается случайными заработками, сезонным сбором орехов, мандаринов и каштанов. Семья уже 7 лет стоит на учете в благотворительном фонде «Керас». Табуп идут ҳәрас ҳәа ҳазҭаз ақыҭа даԥхьа днаргылан абра шара. Соседи тоже оказывают посильную помощь. Так, работники недавно открывшегося цеха в селе Чилоу по изготовлению балясин обещали бесплатно изготовить и установить в новом доме фигурные столбы. Главная задача – успеть до зимы уложить кровлю и отремонтировать хотя бы 2 комнаты. Сария Кварцхеля, Анатолий Малания, Абхазское телевидение.